Всем привет! Я сейчас хочу рассказать, как ни странно, о космосе. Но на видео вы сейчас видите набор определенных кругляшек. И вот смотрите, что тут есть. Тут это звезды. И они круглые. Да, это факт. Мы все знаем, что все небесные объекты, они круглые. И вот смотрите. Говорят, что объекты притягивают друг друга. Ну, допустим, Солнце притягивает Землю, Земля притягивает Луну и так далее. Об этом говорил еще Ньютон в свое время. Но давайте посмотрим сейчас на механику космоса. Если бы на самом деле все объекты бы притягивались, да, у нас что бы получилось бы? Представьте, вот большой объект, да, большая звезда притянула бы маленькие еще меньше, притягивали бы объекты еще меньшего размера, да. Что произошло бы? Все звезды и все объекты космоса, они бы вот наполнили бы некий центр. Ну, в данном случае я изображаю центр чаши, да. Все звезды, они бы собрались в единое целое. И космос, он был бы именно таким, вот как здесь. Тут нет движения, и оно невозможно. Конечно, если я тут покручу, да, как бы это внешнее воздействие на звезды, конечно, движения не будет, да. Но если объекты притянутся, то между объектами не было бы того расстояния, которое мы сейчас наблюдаем. Иначе говоря, версия движение объектов космоса, звезд и всех основных небесных тел галактик, да, по версии притяжения, она несостоятельна. Все объекты двигаются, и теперь я хочу показать, почему и как работают звезды. На самом деле все объекты звезды работают по версии отталкивания, а не притяжения. Об этом еще в свое время говорил Ломоносов в письме к Эйлеру. Он убедительно показывал, почему и из-за каких причин возникает движение. И он пояснял, что только сила отталкивания может... То есть движение можно объяснять только по версии отталкивания. По версии притяжения движение невозможно. Об этом уже говорил Ломоносов. И я сейчас хочу показать, как наглядно организована система движения космических объектов. Ну, мы сейчас эту чашу уберем. Это несостоятельная версия, потому что космос по версии притяжения, он схлопнулся бы в единую протоматерию, да, и того движения, что мы сейчас наблюдаем, не было бы. А что есть на самом деле? Теперь рассмотрим версию отталкивания. Вот, смотрите, тут у нас есть несколько объектов. В данном случае их 5. 5 объектов, видите, 2 шара, да, вот желтые шары, вот они, эти желтые шары. Давайте сначала уберем, оставим только 3 предмета. Смотрите, теперь что происходит по версии отталкивания. Все объекты друг друга отталкивают. Возьмем 2 примера для наглядности и третий. Этот размер больший размер, этот меньший, да, ну, предположим, скажем, это одна звезда, это вторая звезда, и между ними Земля, некий объект, да, меньший. И все они, вот этот объект отталкивает маленький, да, у него есть гравитационное поле, выталкивает, да. И теперь смотрите, по версии отталкивания, может ли вот этот меньший объект оттолкнуть шар туда, вот сюда, да? Нет. Почему? Потому что сила отталкивания у большего объекта, она больше. Соответственно, если объект находится, вот маленький шар, да, он находится между 2 большими, конечно, произойдет следующее, что вот этот шар, он не будет точно посередине находиться, да? Он будет ближе к тому объекту, чья гравитационная сила, она меньше. То есть меньший объект обладает меньшей гравитационной силой отталкивания, а у большего объекта сила отталкивания больше. И вот получается следующее, что, ну, условно, у нас, конечно, нет точных измерений, да, но объясняется сам принцип. Вот этот маленький объект, он займет не равное положение между 2 неравномерными объектами, а ближе сюда.
А теперь внесем объект еще меньшего размера. Где он расположится? Конечно, он всегда объекты большей силы, они также его отодвинут, и примерно где-то в этой же области они его и поставят, ну, условно, да. То есть маленький размер займет примерно это же положение. И теперь мы возьмем еще один шарик. Второй шарик, он тоже займет примерно здесь, да, между этими двумя объектами он займет примерно здесь, вот, да, скажем, 2/3 и 1/3. Ну, если, вот смотрите, объекты меньшего размера, они находятся примерно в одной плоскости или в одной точке объема, скажем, да. И, конечно, возникает ощущение, что вот этот большой размер, он же больше, чем вот эти маленькие, он, конечно, тоже будет отталкивать. И вот эти маленькие объекты, они займут примерно равное положение по отношению к нему. Вот, да, ну, примерно так. Они тоже будут отталкивать, да. И будет возникать ощущение, что вот эти маленькие объекты притянуты вот этим зеленым шариком, да. Серебряный шарик якобы притянут нет. На самом деле же работает сила отталкивания. То есть они отталкивают, вот эти вот маленькие объекты и этот размер, да, они отталкиваются вот этими более крупными звездами или галактиками, да, и они заняли вот это положение. Возникает ощущение, что вот этот объект, в свою очередь, тоже отталкивает вот эти вот маленькие объекты, конечно же, да, он тоже отталкивает, и возникает ощущение, что маленькие объекты крутятся вокруг больших. На самом деле это неверно, на самом деле есть общая гравитационная сила поля, да, ну, тут уже не только одна звезда, а многие звезды, да, ну, пока мы только на примере двух объектов. И, конечно, они расставляют, условно, да, меньшие объекты вот примерно в этой конфигурации. Вот и вся, на самом деле, механика космоса. Честно сказать, вот в космосе нет ничего такого сложного, сверхсложного, чтобы придумывать какие-то темные материи, которые бы организовывали бы движение звезд. Вот этим объясняется концентрация малых объектов вокруг больших, да. А если мы, конечно, внесем еще больше объектов, ну, допустим, еще здесь, да, соберем еще маленькие объекты, вот, они будут все равно концентрироваться вот где-то здесь маленькие объекты, ну, предположим, да, вот, каким-то, и они все друг друга отталкивали бы. А если внесли бы этот шар, он бы примерно бы расположился здесь, и он опять бы отталкивал бы вот эти уже маленькие. И объекты меньшего размера все равно сосредотачивались бы объекты большего. А если мы сейчас внесем сюда очень большой объект большого размера, да, конечно, он уйдет уже там, на 2, на 3, на 4, ну, в наших размерах метра, да, и будет возникать ощущение, что вот эти объекты, они сконцентрированы вот здесь, да. Вот. И вот поэтому и получается, что вот эффект расположения малых объектов вокруг больших, это не потому, что большие объекты притягивают, а потому что другие объекты космоса отталкивают меньшие объекты и создают иллюзию притягивания вот такого свойства. Вот это краткая механика космоса.